В замысловатом танце городского планирования светофоры подобны маэстро, задающему темп. По мере того, как города растут, а дороги становятся все более загруженными, эти фонари играют все более важную роль в обеспечении гармоничности и плавности наших путешествий. Но автомобили не единственные, кто находится на дороге. Многие системы светофоров теперь имеют специальные сигналы для пешеходов, обеспечивая безопасность для всех участников дорожного движения. Пешеходы знают, сколько времени им нужно, чтобы безопасно перейти дорогу, а отдельные сигналы гарантируют, что они не будут конфликтовать с автомобильным движением. В Сухуме 23 светофорных объекта. По республиканской дороге в черте столицы 17 и 6 в ведомстве администрации Сухума. 17 светофорных объектов обслуживает группа «Автодор» с финансирования дорожного фонда, а все остальные светофоры городские – это администрация города Сухум. Все светофоры, которые сегодня в городе стоят, они все установлены в 2011, 2012, 2013 году. То есть их срок использования уже давно исчерпался. И сегодня почти каждый светофорный объект должен быть заменен на новый. Но ввиду отсутствия финансирования, а светофорный объект – это дорогостоящий объект, это не просто одна светофорная секция, это комплексный ряд работ, которые за собой несут полностью и замену проводов, замену контроллеров. В те годы те контроллеры, которые были установлены, контроллер – это сам блок компьютерный, который регулирует светофорное движение, он был не многофункциональный. Сегодня уже с прогрессом стали выпускать многофункциональные светофорные контроллеры, которые мы уже сейчас будем применять. Светофоры устанавливаются на опасных участках дорог для регулирования очередности пропуска транспортных средств и пешеходов. Недавно на перекрестке проспекта Аяйра и улицы Джонуа в Сухуме появился новый светофор. На данном участке постоянно происходили аварии. Только в течение этого года произошло 10 ДТП. Учитывая ситуацию и просьбу жителей, было принято решение об установке светофора. Он уже работает и контролирует движение автомобилей. Кроме того, была обновлена дорожная разметка. Провели модернизацию, круглые столбы поменяли на квадратные. Сами столбы увеличили по длине, чтобы мы не зависели от опор. Сегодня все провода идут через световые опоры и приходят к светофорным объектам. Там мы исключили все эти моменты, чтобы светофорный объект он был полноценно независимым. Светофорный объект устанавливается совместно с ГАИ. Определяется трафик движения пешеходов, машин или состояние аварийности. Далее выносится решение, устанавливать или нет. По словам Тимура Абгадж, на очереди перекресток улицы Генерала Аршба и проспекта Арзенба. Лежачий полицейский либо установить светофорный объект. И на Лакоба Генерала Аршба тоже пока под вопросом. Будут там светофор, либо лежачий полицейский, большой с пешеходным переходом. Администрация города вынесла решение поэтапно каждый год по одному перекрестку производить полную замену всех светофорных секций. В этом году уже мэром города Сухум определена сумма на один перекресток. Вот сейчас мы стоим на улице Ардзенба и Леона на перекрестке. То есть фактически все вот эти монолитные светофоры, их у нас по городу 6 перекрестков, они ремонту не подлежат, они уже свой ресурс полностью исчерпали и требуют полной замены. Сегодня, по мере необходимости, по мере того, как портятся эти светофорные объекты, один перекресток снимается, более или менее хорошие монолитные секции, они будут устанавливаться на тех перекрестках, которые еще не заменены, и далее уже постепенно будет меняться. В 2022-2023 годах на светофорных объектах были применены источники бесперебойного питания. В зимнее время, когда свет отключается, этот источник дает 3-4 часа бесперебойной работы. И 6 светофорных объектов профинансировал через РУП «Автодор» и Дорожный фонд. Они профинансировали городские светофоры. 5 перекрестков через администрацию города Сухум. Но все равно этого тоже мало. Почему? Потому что, во-первых, настолько часто выключается свет зимой, батареи не успевают заряжаться, а сами контроллеры, они очень чувствительны и просят
чистой электроэнергии, получения чистой электроэнергии. Соответственно, сотрудники ГАИ на особо таких серьезных перекрестках, вот данный участок, он самый такой вот серьезный считается в нашем городе. Здесь, когда какие-то поломки со светофором происходят, либо отключение света на долгое время, сюда даже выставляется пост ГАИ, и они регулируют движение на этом перекрестке, где мы можем подключиться к тем объектам коммерческим, у которых есть свои генераторы, которые переключаются с общего питания на свои генераторы. Они нам позволяют подключить наши светофорные объекты, и спасибо им всем за это. По словам Тимура Абгадж, очень много светофорных объектов нуждаются в ремонте. Сейчас специалисты ведут работы по устранению существующих проблем. Ребята уже почистили почти все светофорные столбы. Сегодня они будут выходить на подтяжку всех проводов провисших. И далее, значит, тихо-тихо, по возможности, все будем приводить в порядок, насколько возможно, насколько это будет финансироваться. В основном все светофоры города были установлены с 2011 по 2013 годы. Стоимость одного регулировщика движения зависит от самого перекрестка. Раньше светофоры закупались в Нальчике, сейчас в городе Орел. Перекрестки бывают разные. Есть на одном перекрестке, где нужно 8 секций, есть где 7, есть где 12, есть где консоли стоят, как на этом светофоре. То есть от 1 миллиона до 1,5 миллиона стоит установка одного комплекса светофорного объекта. Проезд на красный свет – одно из наиболее серьезных нарушений правил дорожного движения, из-за которого происходит много ДТП с печальными последствиями. Промчались на запрещающий сигнал светофора. Если нарушение зафиксируют, вы получите штраф. У вас будет 30 суток, чтобы его оплатить. Успеете сделать это за 5 дней, заплатите только половину суммы. По статистике мы видим нарушение проезда под запрещающий красный свет у нас пошло на спад. Это говорит о том, что сознание у людей начало повышаться. Случаев, когда пешеходы нарушали правила пешеходного перехода, таких у нас пока не зафиксировано. Это тоже радует. Штраф за проезд под запрещающий красный свет полагается по статье 117 части 2, это от 3000. За годы существования светофоры повидали немало. И все ради того, чтобы не только обезопасить движение, но и сделать время нашего ожидания немножко ярче. Шазина Ханагуа, Амра Заранди, Инал Гвинджи, Алексея Гухава, Аляс Амычба, Абхазское телевидение.